На одном из занятий учитель технологического воспитания гимназии имени Петра Казмалы города Чедерлунга Татьяна Лазарева вместе с учениками прочла в журнале статью об уникальном ремесле вышивания платков. Тема настолько их заинтересовала, что они начали собирать всевозможную информацию о том, где, когда и для чего использовались платки. Татьяна Лазарева подчеркнула важность обучения молодежи ремеслу предков с целью сохранения традиций и рассказала присутствующим о роли и значении басмы в прошлой жизни гагаузов. На презентацию исследовательской работы мы предоставили 8 традиционных платочков гагаузских наших бабушек. Цели нашей презентации, чтобы мы не забывали свою историю, и те работы, которые мы сейчас находим, они оставались нашим достоянием. И перенос этих традиционных платочков в нашу современную жизнь, нашим детям, чтобы они возвращались в историю, не забывали своих бабушек и дедушек. Учащиеся 5 и 6 классов гимназии имени Петра Казмалы города Чедерлунга рассказали присутствующим о своих работах, о проведенном мини-исследовании на тему старинных платков и о результатах проделанного труда. Платок в свое время был частью различных обрядов. В гимназии имени Петра Казмалы много учащихся, которые уже владели мастерством вышивки и делают это не хуже бабушек и прабабушек. Меня зовут Николаева Ирина, и я учусь в 6 классе. Скажи, давно вышиваешь платочек национальный? Начинаю где-то с 4 класса, мы уже с Татьяной Петровной вышивали. А что тебя больше всего привлекло? Мне привлекло вышивать мережку больше всего. Это по мне так очень интересно. Еще я люблю вышивать крестиком всякие узоры, маленькие цветочки. На сегодняшний день у меня где-то 5 работ. Меня очень увлекло вышивание, мне очень нравится. Я тоже занимаюсь этим с 4 класса. Сейчас я в 5 классе, работ поэтому у меня поменьше. Мне нравится вышивать. На данный момент я сейчас вышиваю большой рушник. Мной вышиты где-то примерно 7-8 работ. Мне очень нравится вышивать. Я вышиваю крестиком, вышиваю рушники, платочки, косыночки иногда тоже вышиваю. Я считаю, в дальнейшем я тоже буду заниматься этим делом. На данный момент я вышиваю традиционный платочек, который мне Татьяна Петровна дала вышивать. И каждый день я вышиваю по новому узору и интересуюсь этим. Пришел Татьяна Петровна, и мы начали вышивать. Сколько работ ты имеешь на сегодняшний день? Какая? 2 оленя и дерево. Директор Камбратского историко-краеведческого музея отметил, что если современная молодежь будет перенимать опыт своих прабабушек и прадедушек и потом передавать его своим детям, то гагаузские традиции будут жить и развиваться. Большое количество приехало детей из Чедерлунги, порядка 25 человек учащихся, плюс несколько человек взрослых. Они показали хорошие результаты. Надеемся, что самое главное, что у них не пропал энтузиазм и вот этот задор. То, что их бабушки делали. Наши бабушки тоже занимались этим, поэтому самое приятное, что это не забывается. Нельзя забывать, чем занимались наши предки. Надо использовать в жизни все это. И я поздравляю этих детей с таким большим успехом. И желаю, чтобы они продолжали, чтобы показывали, чтобы привлекали всех детей маленьких. В рамках проекта исследовательская группа посетила музеи городов Чедерлунга, Камрата и села Бешалма. Ребята просмотрели фильм Дмитрия Карачубана «Гагаузская свадьба», провели опрос среди населения. Они издали каталог, в котором собраны образцы платков, информация о них и о традиционной вышивке.